Государственная телерадиокомпания ЛТР продолжает цикл передач, приуроченных 75-летию Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. Наш сегодняшний собеседник – чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Кыргызской Республике Сухроб Ходжа Олимзада. Здравствуйте, уважаемый господин посол. Здравствуйте. Господин посол, Кыргызстан и Таджикистан уже на протяжении многих лет активно развивают двустороннее сотрудничество по широкому кругу вопросов. Состоялись встречи и визиты как на высоком, так и на высшем уровне. Скажите, как вы оцениваете текущий уровень отношений между нашими странами? Спасибо. Прежде всего я хотел отметить, что за последние 25 лет самое большое достижение, которое мы достигли, и мы должны гордиться этим, это добрососедские отношения. Благодаря чему мы развивали, мы создали свои отношения в других направлениях тоже. Это добрососедское отношение, это то ядро, которое вокруг него развивался все наши взаимоотношения. Исходя из этого, это самое достояние, основное достояние, это добрососедское отношение. Кроме того, у нас солидная договорно-правовая база, более 90 договоров и соглашений подписаны, которые регулируют все наши направления сотрудничества. Мы координируем с Кыргызстаном в рамках международных объединений, в ОДКБ, здесь и ШОС, и СНГ, и другие международные объединения. Создан солидный задел сотрудничества для развития в политическом сфере, культурно-гуманитарном и экономическом направлении, который представляется обоюдный интерес у наших стран. Это те основные моменты, которые мы достигли на протяжении, скажем, 25 лет. Да, действительно, как вы отметили, за последние годы было сделано много, достигнуты определенные договоренности, хорошие, состоялись успешные визиты. А каким вы видите перспективы двустороннего сотрудничества? Честно говоря, перспектив у нас очень много. Еще есть потенциал, тот уровень, высокий уровень, который у нас между Кыргызстаном и Таджикистаном есть, мы еще, скажем, тот потенциал мы еще не исчерпали. Поэтому есть ряд направлений, которые мы должны в будущем работать, усиленно работать. В этом плане, мне кажется, мы должны укреплять межрегиональное сотрудничество. В этом плане у нас, к примеру, могу сказать, что есть соответствующий документ для сотрудничества между Баткенской областью Кыргызстана и Сагдийской областью Таджикистана. Нам надо развивать приграничное сотрудничество в этом направлении. Это приграничная торговля, который нам одновременно это укрепляет нам. Если мы развиваем в этой области, это укрепляет наши добрососедские отношения и создает условия для доверительного и доброжелательного взаимодействия между нашими странами. Как вы знаете, еще есть межправительственная комиссия по делимитации, демаркации границы, которая усиленно работает в этом направлении. И тоже мы, страны, должны, особенно дипломаты, мы должны содействовать в деле решения, в деле нахождения оптимальных, взаимовыгодных решений, скажем так. Также мы должны работать в приграничном населении, чтобы не допустить взаимных таких конфликтных ситуаций на границе с целью предотвращения таких очагов конфликтов. Если, скажем, в экономическом направлении, если брать экономическое направление, тут у нас тоже очень огромный потенциал в этом плане. У нас более приоритетные, думаю, что это горнорудные, пищевой промышленности, область пищевой промышленности и легкой промышленности очень приоритетные направления для нашего сотрудничества. В ближайшем будущем мы тоже хотим организовать серию бизнес-форумов для поиска и привлечения бизнес-партнеров. У нас в Таджикистане тоже даются определенные налоговые послабления, можно сказать, сотни налоговых послаблений и инвестиционных льгот.
для предпринимателей. В этом плане мы в будущем стараемся максимально делать все возможное, чтобы укрепить наши связи в торгово-экономическом направлении. Безусловно, в укреплении и расширении сотрудничества между государствами большую роль играет внешнеполитическое ведомство. В этом году отмечается 75-летие Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. Что бы вы пожелали своим кыргызским коллегам в связи с этой датой? В первую очередь я бы хотел присоединяться к словам своих коллег. Поздравляю Министерство иностранных дел Кыргызской Республики с 75-летием. Это такая большая дата. Но я коротко хочу желать успехов всех сотрудников дипломатического ведомства Кыргызстана. Потому что если дипломату сопутствует успех в своей служебной работе, это, соответственно, влияет на имидж государства и на благосостояние его народа. Это многое говорит, о многом говорит. Вот мое пожелание. Спасибо. Спасибо, уважаемый господин посол, за ваши полные и компетентные ответы. До свидания. Всего доброго. А я напомню, что мы беседовали с чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Кыргызской Республике Сухробом Хаджа Алимзадой.